Чувашский бройлер снова в работе. Закрытый 5 лет назад крупнейший агрокомплекс Чебоксарского округа реанимировали инвесторы. Новые владельцы возродили узнаваемый бренд, в планах модернизация предприятия. С подробностями Дмитрий Ковалев. Первенцы возрожденного агрокомплекса чувствуют себя комфортно. В этот птичник заселили более 50 тысяч птенцов. Для цыплят создают тепличные условия. Свыше 30 градусов нагревают мощные газовые пушки. В ближайшее время инвесторы планируют запустить в работу еще 5 птичников. Необходимо отремонтировать убойные, маточные и кормовой цеха. Перспектива предприятия – производство мяса. Планы на ближайшее будущее – это реализация подрощенных цыплят-бройлеров населению. Планируем реализовать в течение ближайших 2-3 месяцев не менее 400 тысяч голов. Что касается конкуренции, то мы этот объем практически весь уже законтрактовали, то есть индивидуальные предприниматели. Мы очень надеемся на личные подсобные хозяйства, то, что они будут приезжать и покупать подрощенную птицу. Ну и все-таки добрая слава, которая была раньше у чувашского бройлера, она до сих пор есть еще, остается. Инвесторы отмечают, что намерены вернуть былую славу крупнейшего агрохолдинга. Сейчас необходимо воспользоваться возможностями и занять свободные ниши на рынке. В планах также у нас запустить маточные цеха, то есть производить инкубационное яйцо, уже обеспечивать себя инкубационными яйцами. А площадя позволяют даже продавать. Для сельхозпредприятий республики предусмотрена господдержка. При желании хозяйства могут получить льготные субсидируемые кредиты 5%. Я предлагаю ускориться. Сегодня очень много одобренных кредитов. Надо быстрее деньги выбирать. И в дело надо пустить. На модернизацию комбикормовых цехов в республике возмещается 30%. Также субсидируется приобретение инкубационных яиц. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Из Чебоксарского муниципального округа.